И к нашему эфиру уже присоединился Игорь Петренко, доктор политических наук, для более детального обсуждения темы. Игорь, приветствую вас. Приветствую вас. Игорь, знаете ли, я спросила тут у чата GPT, в каком состоянии была бы Россия, если бы не смогла обходить уже вот принятые санкции. И чат GPT высказал такое мнение, если это можно так назвать, что произошло бы резкое падение ВВП не на 2-3%, а как минимум на 10-15%. Также он думает, что были бы дефолты в банковской системе, было бы банкротство крупных предприятий, гиперинфляция из-за дефицита импорта и ослабления рубля, серьезные проблемы с бюджетом, то есть не хватало бы средств ни на пенсии, ни на оплату контрактников по оборонке, кстати. Мониторинг исполнения санкций, он каких ресурсов требует, Игорь? Это уже вопрос к вам. На самом деле он больше требует политической воли. Да, он требует ресурсов, поскольку как минимум должны быть аналитики, люди, которые будут за этим следить. Но опять же, мы тоже должны понимать, что в вопросе санкций нельзя прям все вот ловушки, не ловушки, скорее, расставить ловушки, да, или там позакрывать все лазейки, которые могут быть. Санкции, скорее всего, это больше про потенциальную угрозу, как риск, который компания или другие страны, они пытаются избежать. То есть, если бы было более решительное накладывание санкций, вторичных санкций, да, то есть вот где-то вот прям нашли хотя бы 1, 2, 3 случая из 10 и была жесткая, быстрая реакция, то, возможно, остальных 8 случаев их бы просто не было, поскольку все остальные боялись бы идти на такой риск. А те, кто бы готов был идти, то он бы все больше и больше денег брал за свои услуги, условно, да, или большую маржу. Или Российской Федерации приходилось бы еще больше уменьшать цену, и, безусловно, это тоже бы оказывало крайне негативный эффект. Сейчас, одним из главных драйверов всегда были Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз, безусловно. Да, очень много санкций, они болезненные для Российской Федерации. Но вот вопрос вторичных санкций, он пока, не то чтобы завис, но не является главным инструментом, поскольку США, они пытаются сейчас сыграть роль независимого, как они говорят, переговорщика, медиатора между Украиной и Российской Федерацией для достижения перемирия и создания условий для широкого политического урегулирования. Поэтому они не спешат использовать ни один, скажем, кнут, который, наверное, стоило бы применить к Российской Федерации, исходя из того, что и перемирие не нарушают, и просто продолжают террор гражданского населения в Украине. Но пока администрация Трампа, видите, как Байдена вспомнил, она все больше, скажем, иногда говорит о том, что вот она прям могла бы что-то там применить и сделать, но этого не делает, а больше такие вот плюшечки все-таки для Российской Федерации в ожидании чего-то, да, чего там, изменения поведения Путина для того, что он пойдет на определенные условия, не готовы они к каким-то пока решительным действиям. Да, в то же время мы можем сказать, что санкции они продлевают они и запрет для кораблей Российской Федерации, там, порты и так далее. Но это, скорее всего, они просто продлевают то, что было, поскольку им сложно просто объяснить будет и американскому народу, почему они не пошли на продление ограничений для Российской Федерации, исходя из того, что она, в принципе, ничего абсолютно не сделала для того, чтобы изменить свою позицию и уменьшить или прекратить агрессию. Поэтому это, скорее всего, вынужденная такая мера. Но понимая, что все равно Трампу нужно сохранять инструменты для потенциального давления на Российскую Федерацию в случае, если все-таки ему когда-то, дай бог, надоест вот эта игра, которую с ним ведет Путин. Кремль умеет перестраивать бюджет, сокращать расходы, перераспределять потоки денег. С одной стороны, это как будто бы ведь невозможно делать бесконечно. Ну а с другой стороны, случай с Россией, он действительно не похож ни на какой из уже примененных кейсов, скажем так, с Венесуэлой, Северной Кореей, с Ираном. Это уже просто некорректно сравнивать, потому что типы экономики разные, у России она более диверсифицирована, и это помогает вот так вот постоянно спасательные круги находить. Но вместе с тем вы все-таки считаете, что нужно дождаться, пока это сработает, или нужны принципиально новые подходы, раз ситуация отличается?
Ну, во-первых, нужно следить за исполнением того, что уже есть сейчас. Мы, в принципе, с вами и начали разговор, скажем, об этом. Дальше давление нужно всегда увеличивать, ставя конкретную очень цель перед Российской Федерацией. Да? То есть, если сейчас Трамп хочет прекращения огня, то, ну, соответственно, Украина же на это согласна, согласна. Значит, тогда нужно повышать давление на Российскую Федерацию с четким условием вот, полное прекращение огня без каких-либо, скажем, исключений. Что касается инструментов, мы должны понимать, что в современном мире, когда у Российской Федерации есть под боком Китай, который антизападно, скажем, настроен, да и в противостоянии с Соединенными Штатами Америки, когда есть другие государства, которые потенциально видят выгоду и могут заработать на Российской Федерации, оказывая определенные услуги в обходе там, санкций или поиска каких-то лазеек, которые, возможно, не охватывают ограничения. Да? То есть, ну, когда глобальная экономика, она такой сохраняется пока, то очень сложно прям позакрывать все возможное. Все возможные окна, которыми могла бы воспользоваться Российская Федерация. Но в то же время просто нету сейчас тоже единства в вопросе того, какую конечную цель, наверное, ставить перед Российской Федерацией или задание, и в целом готовности идти на более решительные действия. Как минимум, потому что Дональд Трамп начал свои попытки достижения какого-то прогресса в поиске мирного решения, да, прекращения войны России против Украины. Поэтому, ну, наверное, сейчас о новом инструментарии, скорее всего, речи не идет. С другой стороны, в Украине успешно, скажем, работает и санкционная группа Микола Ермака, которая нарабатывает предложения, часть из них учитывали, но сейчас, опять же, мы на этапе, когда мы можем готовить потенциальные решения в случае того, если, опять же, вот, Трамп все-таки решит действовать более решительно. Да, вы бы, наверное, могли сказать, а Европейский Союз, как он, не готов ли он давить на Россию. Он, в принципе, готов, но, опять же, не хочет переходить дорогу сейчас Соединенных Штатов Америки и Трампу, для того, чтобы Трамп потом не обвинил, что, мол, вот тут Европейский Союз, вы виноваты в том, что что-то у меня сорвалось. То есть они ему дают возможность продемонстрировать себя, свои способности суперпереговорщика и показать, какой результат может быть. Пока успехов особых нету. Да, Трамп любит говорить, Витков тоже там говорит, вот прям к чему-то мы приблизились, очень к чему-то, и прям очень что-то будет хорошее, но как-то вот его все нет. Ну, а мы же помним заявление 24 часа, 100 дней, а потом в конечном итоге Трамп говорит, это вообще не моя война, война Байдена, и вообще я могу обидеться и уйти заниматься другим делом. Да, Игорь, и вот надежды-то были действительно, а теперь хочется больше о практике говорить, потому что мы понимаем, что только практические действия, а не обещания, могут что-то решить. И вот одно из практических действий – это давление на покупателей российской нефти. С одной стороны, кажется, что это такой инструмент, который не до конца использовали. Но, с другой стороны, это может быть иллюзия, потому что едва ли выглядит так, что можно на это как-то еще сильнее повлиять. Ну вот, к примеру, Индия старается дружить и с Западом, и с Россией. Конечно, боится потерять самостоятельность, поэтому не хочет напрямую там вставать на какую-то из сторон. Китай, безусловно, видит Россию как такого себе младшего союзника в противостоянии США. Уж во время торговой войны, так тем более. И все-таки это иллюзия или что-то может изменить ситуацию? Ну, потенциально, наверное, может быть. Ну, скажем так, любые дополнительные ограничения – это определенный сигнал того, что Российская Федерация не возвращается в клуб персон не нон-грата, что с ним можно вести бизнес as usual, и, в принципе, все, скажем, налаживается. Этого бы очень хотелось Российской Федерации, в принципе, ничего не давая получить все, что она хотела. Вот. Но, опять же, пока нам не приходится об этом говорить, потому что политической воли на это нет. Как среди американцев, но американской именно нынешней администрации, так и среди европейцев, опять же, по тем причинам, которые я называл. Плюс давление на тех, кто покупает российскую нефть, это возможная как бы опция. Но тут, опять же, будет возникать много вопросов. Да? Почему вместо России давление, скажем, на других, если это, допустим, не выходит там, за рамки тех ограничений, которые существуют. Ведь на сегодняшний день мы же не имеем эмбарго нефтегазового против Российской Федерации. Да, сейчас есть удар тоже по России в связи с торговой войной Трампа, которая приводит к снижению цены на нефть, и это хорошо.
Но, с другой стороны, все прекрасно понимают, что ограничения больше, наверное, должны касаться непосредственно самой Российской Федерации. Вот. И механизмы есть, они просто, опять же, не до конца еще реализованы. И если есть там потолок цены, ну окей, если кто-то из других стран его не нарушает, то значит, наверное, действительно нужно пересматривать, возможно, новые какие-то подходы искать. Вот. Ну и, безусловно, вот торговая война, которую начал Трамп, ну сейчас там приостановил, ну и то, в принципе, эти же 10% тарифы, они же остались, в принципе, она не способствует единой позиции. Да, тот же Китай, допустим, что он сейчас делает? Он начинает, он на 90% уменьшил закупку американской нефти. Ну, для Китая нужно очень много энергоресурсов, и он закупал у Соединенных Штатов Америки и переключился на Канаду. В случае того противостояния и той конфликтной ситуации, которая есть между США и Канадой, и всеми теми заявлениями, которые звучали со стороны администрации Трампа про Канаду, про Трудо и все остальное. То есть здесь есть уже, вот, скажем, такой нюанс, и это вбивает такой тоже раскол, и это тоже может быть определенное, скажем, окно возможностей, где можно будет на чем-то как-то сыграть, и вот в рамках каких-то двухсторонних отношений, опять же, найти какие-то решения для себя, в том числе для Российской Федерации. То есть согласованная позиция Запада, это все-таки было бы более сильный такой инструментарий. С другой стороны, ну, США, они сейчас пытаются максимально быть, скажем, единоличными в вопросе определения формата мирных переговоров и какого-то урегулирования, что тоже не очень нравится, скажем, Европейскому Союзу. Тут он может себя как бы проявить и со своей стороны быть более жестким по отношению к Российской Федерации. Но, опять же, нужно учитывать общеэкономическую ситуацию, нужно учитывать необходимость поиска, скажем, диверсификации в тех зависимостях, которые еще остаются. И поскольку это экономические потрясения плохо воспринимаются населением, а всем политикам в демократиях им нужно будет идти на выборы. Это не очень-то нужно. Очень хочу успеть с вами обсудить еще следующую тему о поставках из Северной Кореи. Знаете ли, мы знали о них, но когда в цифрах этот вопрос становится таким очевидным, то становится немного не по себе. Итак, поставки Северной Кореи составляют 60% используемых Россией боеприпасов. Так утверждают авторы исследований Reuters. Некоторые подразделения российской армии используют исключительно северокорейские боеприпасы. И также, что тоже впечатляет, вот некоторые цифры, что такие масштабы поставок принесли Пхеньяну более 20 миллиардов долларов. То есть, по факту, это сотрудничество на самом деле укрепляет оба режима. Для Российской Федерации это возможность получать и военных, и, собственно, то, чем воевать. Ну, а Северная Корея, вот, пожалуйста, получает немалые суммы за это. В данном случае, что, рассчитываешь, что только Китай может на это повлиять, или Китай не собирается этого делать? Ну, скажем так, что для Китая, который пытается монополизировать влияние в разных там регионах, Северная Корея тоже воспринимается как такой вотчиной, где, ну, скажем, он не хочет делиться особо влиянием. Для Северной Кореи выстраивание этих отношений с Российской Федерацией это в плюс, поскольку они немножечко, скажем, диверсифицируют зависимость от Китая. Но будет ли сейчас Китай как-то ограничивать это сотрудничество? Я думаю, что нет. Поскольку Китай напрямую помогает России, но делает это очень в ограниченном, скажем, подходе и не переходя красную линию в поставках прямого вооружения, но он тоже не заинтересован в том, чтобы Россия пала, и поэтому ту поддержку, которую не может оказывать Китай в связи с страхом перед экономическими санкциями, это будет серьезный, скажем, удар, он может использовать для этого Северную Корею. Поэтому, ну, наверное, пока для него эта история понятна, и он видит свои определенные, скажем, выгоды в этой, скажем, истории. Поэтому, ну, вряд ли он будет как-то сейчас действовать или препятствовать этому. Возможно ли какая-то черта, до которой он готов это допустить? Да, она, наверное, есть, но пока, скажем, влиянию и на Россию, и на Северную Корею Китая ничего не угрожает. Игорь, благодарю вас за то, что вы присоединились к обсуждению сегодня. Игорь Петренко был на связи с Фридом, доктор политических наук.
В телеграм-канале Freedom только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь.